Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 декабря, понедельник. Смотрим мы на колоде цыганский пасьянс, называется. Смотрим все знаки зодиака по очереди, от овнов и до рыбок. Смотрю я в двух частях. В первой части будут знаки от овнов до дев. Первые овны. 19 декабря. События дня. Овны, понедельник. Поехали, смотрим. Так, сейчас, секундочку. Подарочек выпадает, первое событие. Исполнение желания. Разочарование, печаль. Луна нельзя. Решение вопроса, ножницы. Выбор. Рыба. Скользкое дело. Какая-то неприятная ситуация. Возможно, вот разочарование будет связано с этой рыбой. То есть, когда придет понимание, что вас обманули. Потому что по рыбе нас обманывают. Колокольчик нельзя. Здесь нет. Получается, в этот день из плюсиков, да, то есть вы получаете подарок, исполняется желание, решается какой-то вопрос. Из минусов разочарование, обман, какая-то хитрость, манипуляция, да, вами и выбор. Еще у вас будет какой-то выбор, вы будете перед выбором стоять. Возможно, имеется в виду, то есть связываться, не связываться с этим. Поэтому будьте осторожны. Ага, смотрите, еще увидела, пока рассказывала, яблоко, слезы. Да, то есть вот разочарование, будьте разочарованы до слез, если свяжетесь, возможно, с вот этой рыбой. Так что, овны, будьте осторожны в понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к тельцам. Тельцы. Девятнадцатое декабря. События для тельцов. Покажите мне. Понедельник. Гости. Возможно, будут у вас, или вы пойдете в гости. Книжку нельзя. Удача. Подкова. Череп. Тема здоровья, самочувствия. Хорошие новости. Бокал нельзя.
Нерешенный вопрос. Рыбу нельзя, даже удача, наверное, не поможет решить вопрос, потому что эти ножницы. То есть вы буквально там 1-2 шага остался до решения этого вопроса. Горизонтали, вертикали я не нашла. Получается, гости в этот день, удача, хорошие новости. Возможно, будете заниматься своим здоровьем в этот день. И также показывает, есть какой-то нерешенный вопрос, который не получится решить, как бы вы не хотели, да, то есть что-то вот будет мешать. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы, 19 декабря. Понедельник, события дня. Для близнецов покажите мне. Нерешенный вопрос. Цепь. Событие, которое повторяется каждый месяц. Решение. Смотрите, вот в вашем случае, да, то есть этот нерешенный вопрос решится, потому что ножницы выпали. Гости. Подарок. Возможно, пойдете в гости с подарком. Чемодан. Чемодан — это разлука временная. Может быть, вы уезжаете. Деловое общение. Может быть, имеется в виду презент, да, то есть для решения вопросов какой-то презент в деловых отношениях. Надежда, подсвечник, да, то есть надеетесь, очень сильно надеетесь на то, что вот этот вопрос получится решить. И якорь. Да, якорь показывает, что да. Якорь — это всегда такая вот точка, да, когда мы ставим точку, что-то заканчиваем. Угу. Обман нельзя. Получается, смотрите, событий много. Надежда, нерешенный вопрос, который решится, события, которые повторяются каждый месяц, гости, подарок, деловое общение, разлука и точка. Так что, близнецы, для вас день будет понедельник очень результативным. Сможете поставить точку в каком-то вопросе, в котором, да, то есть он мог уже там, не знаю, месяцами, годами длиться по цепочке. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. (19 декабря)
События для раков. Верность сразу выпадает первое событие. Гармоничные отношения в паре. Метла, ссора. Событие, которое повторяется каждый месяц. Угу. Рыба, хитрость, обман. Скользкое дело какое-то. Возможно, из-за этого и ссора. Пустые разговоры. Гости. Пустые разговоры с гостями. Подарок. Якорь. Ну, якорь может показывать, например, надолго. Да, то есть надолго бросили якорь в гостях. Или если к вам приходят гости, то много времени проводят у вас. Мешок нельзя. Смотрите, еще где гости, могла быть тайное свидание, тайная встреча. Да, то есть можно было или встречу соединить, или чашечку. Я первую чашку увидела. Если вы увидели, да, вот это событие, тогда у вас оно проиграется. Это тайная, да, какая-то встреча. Цыпленка нельзя. Здесь нет. Получается, все хорошо будет в личной жизни, да, то есть в паре, ну, если есть пара. Дальше может быть ссора с кем-то, событие, которое повторяется каждый месяц, схема, да, то есть скользкое дело, это когда вас куда-то втягивают, поэтому в этот день надо быть осторожными. Гости, пустые разговоры, подарок и якорь, да, то есть мы где-то долго проводим много времени, где-то якоримся. То есть у вас из минуса только получается быть осторожными с рыбой, да, то есть и ссора может быть небольшая. Ну, это несерьезно по метле. Метла еще может показывать наведение порядка. Например, если вы ждете гостей, да, то есть наводите порядки. Может и так быть. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я к львам. Львы. 19 декабря. События для львов. Деловая встреча. Подарок нельзя. Исполнение желания. Мешок с деньгами. Сундук, ой, чемодан нельзя. Победа. Результат, да, то есть на этой встрече какой-то будет хороший результат. И разочарование, слушайте.
Такие хорошие события, надо было этому разочарованию выпасть. Надежда. Сундук нельзя. Выбор. Может быть и разочарование из-за выбора, да, то есть когда есть два варианта, нужно, не хочется, да, то есть хочется и то, и другое. Горизонтали, вертикали нет. Получается встреча, исполнение желания. Мешок с деньгами — это могут быть как поступления, так и траты. Тут по-разному может проигрываться. Что-то с деньгами будете делать. Победа, разочарование, надежда и выбор. Ну, тут сложно сказать, да, то есть как это разочарование проиграется. Я единственное, из-за чего вижу разочарование, может быть, это из-за выбора. Потому что все остальные события как бы позитивные. Ну вот, такая информация для вас выпала, Лёшки, на понедельник. Благодарю за внимание. Я перехожу к девам. Смотрим дальше, что у дев. Девятнадцатое декабря. Понедельник. События для дев. Покажите мне. Нерешенный вопрос. Первое, что увидела. Будильник. Проблема со временем. Событие, которое повторяется каждый месяц. Солнышко, хорошее настроение. Книга. Казенный дом — это госучреждение. Здесь нет. Получается, у вас посещение госучреждения, возможно, на определенное время надо будет. Да, то есть будильник показывает, что вы можете, да, не успевать, опаздывать, поэтому вот учтите этот момент. События в месяце. Возможно, вы каждый месяц, да, то есть ходите. Нерешенный вопрос. Ну, вопрос, скорее всего, не решится, потому что нужны ножницы для решения. Видите, ножницы как бы далековато друг от друга. Так что, если планировали что-то решить, скорее всего, что не получится. Но при этом выпадает хорошее настроение. Как-то вот настроение вам это особо-то и не портит, показывает события. Ну, вот такая информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я всегда для вас оставляю под видео в описании. Внизу там найдете. Нажимаете, переходите и по тайм-коду выбираете свой знак. Если не хотите, не знаете, да, где искать, как искать, можете еще в комментариях оставить мне запрос. Напишите, мне нужна ссылка на вторую часть. Или напишите свой знак, я пойму, что вам надо.
вторая часть. Ну, в общем, жду вас в продолжении.